Жители Алданского района недовольны тем, как воплощается в жизнь мусорная реформа. Баки в населенных пунктах переполнены. Что мешает региональному оператору выполнить свои обязанности качественно? С подробностями Руслан Павлов. Сначала прокурорское предупреждение, следом административные взыскания. Региональный оператор по работе с твердыми коммунальными отходами в южной зоне Якутии столкнулся с реальными проблемами по уборке и вывозу мусора в населенных пунктах Алданского района. На сегодняшний день фактически объемы превышают плановые цифры, которые были установлены на уровне республики. То есть нормативы в разы ниже, чем фактически образуется отходов. Из этого складывается такая ситуация, что рекоператор выставляет счета населению и юрлицам в 2 раза ниже, чем нам предъявляют транспортировщики. Отсюда идет такая ситуация, что рекоператор не в состоянии оплачивать услуги транспортировщика отходов, в частности УСРП. Спор по объемам переработки мусора между двумя хозяйствующими субъектами, региональным оператором МУП-переработчик и его субподрядчиком обществом «Чистильщик», который занимается вывозом ТКО в Алданском районе, возник еще в марте. Ситуация до сих пор находится в подвешенном состоянии. 30 марта у нас закончился договор с МУП-переработчиком. Это был наш, скажем так, пробный тестовый шар, который мы заключили с ним. И дальше начались оттяжки. То есть мы подписывали с ним соглашение на 1 месяц. Он просил: дайте мне срок, я попробую собрать деньги, я попробую найти деньги, я попробую погасить задолженность. Препятствия, возникшие у регионального оператора в процессе исполнения своих обязанностей, подтолкнуло его пролоббировать идею о разделении южной зоны на 2 кластера – Нерюнгринский и Алданский. Министерство ЖКХ, курирующее данную тему, не устраивает такая постановка вопроса. Этот вопрос у нас с повестки не снят, но в то же время, если мы сейчас этот вопрос изучаем. И между тем мы не хотели бы, как говорится, с самого начала той схемы, которую министерство определило в течение 2 лет прошлых, разрушилась, как говорится, в течение 3 месяцев. И дала повод для того, чтобы другие районы также, как говорится, начали, как говорится, рассыпаться. После ряда проведенных совещаний на разных уровнях ситуация по-прежнему не имеет четких рамок. Между тем, согласно договоренностям, чистильщик пока продолжает производить уборку мусора. Были достигнуты определенные договоренности между 2 хозяйствующими субъектами. Вот ждем на сегодняшний день реализацию этих соглашений. Ситуация, которая сложилась вокруг мусорной темы, очень непростая. Каждый участвующий субъект преследует свои интересы. При этом пока нет никакой конкретики, лишь трения между участниками, что не устраивает алданское население. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.